Уважаемый Евгений Николаевич, уважаемые депутаты, коллеги, прежде всего позвольте поздравить вас и в вашем лице всех жителей нашего Якутска с наступающим днем рождения нашей юбилейной столицы. Безусловно, сегодня очень важное событие. Впервые в истории глава республики принимает участие в сессии Якутской городской думы. Это обусловлено тем событием, которое сегодня состоится, важнейшим событием для развития города Якутска, подписание указа о развитии Якутска на период 1932 года. Самый большой в мире город на вечной мерзлоте, старейший на Дальнем Востоке, культурная столица Арктики. Все это о нем, о нашем любимом Якутске. Уже 389 лет его судьбу определяет миссия форпоста в освоении и развитии огромных территорий с уникальным опытом строительства в экстремальном климате, с высокими ценностями просвещения, науки и культуры. Я горжусь тем, что горожане дважды избирали меня главой города. Годы работы во главе столицы были для меня интереснейшими как для профессионала и счастливыми как для человека. Со многими из вас мы работали вместе, получили немало испытаний, но и немало достигли сообща. Нам удалось привести Якутск в порядок, совершить серьезный скачок в улучшении социальной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, учреждений культуры и спорта. Многое сделано по улучшению коммунального хозяйства, аварии котельных, теплосетей, перестали ставить на градусные здания целые микрорайоны, как это было раньше. Отремонтировано было свыше 80 километров улиц, тогда нам казалось, это огромные цифры. В 2 раза увеличили фонд жилья со 170 тысяч квадратных метров до 374 тысяч квадратных метров в год. Я очень надеюсь, что Якутск выйдет обратно на эти показатели в ближайшие годы. За 6 лет с 2012 года с лица города Якутска исчезло свыше 500 аварийных и ветхих многоквартирных домов, жильцы были переселены в новые квартиры. Самое главное, нам удалось поднять запросы якутян, жителей города Якутска, к качеству города. Горожане перестали мириться с плачевным состоянием городской среды, которая окружала Якутск. Стали более требовательными к чистоте города, к эстетике, комфорту общественных пространств, а значит более вовлеченными в решение общих проблем. Десятки тысяч жителей Якутска, все организации и предприятия принимали самое активное участие, например, в городской акции «Миллион цветов», и каждое лето на улицах столицы, пригородах расцветали 1,5 миллиона цветов. Жители города по-новому оценили свое участие в благоустройстве столицы, взяли свои руки решение многих проблем. Тысячи горожан принимали участие в акции «Личный пример», убрали тогда многолетние свалки, мусора в пригородных лесах, местах отдыха. Участники акции «Вызов кузов» своими силами вывезли сотни брошенных кузовов. В городе зародилось настоящее волонтерское движение, и я считаю, что нет ничего важнее сопричастности горожан и заботы о своем общем деле. Я с огромной благодарностью вспоминаю, как жители Якутска стали участниками акции по строительству мемориала солдат Туймана, собрав половину средств на его строительство. Горожане вкладывали свой труд, свои средства в строительство десятков детских площадок, скверов, благоустройство дворов, общественных пространств по проекту народного бюджета. Очень высоко я оценил рост предпринимательства за эти годы в самых разных сферах, включая аграрную отрасль, коммунальное хозяйство, дошкольное образование. Эквивалент этого роста выразился в конкретных цифрах. За 6 лет налоговый вклад малого бизнеса в казну городского округа вырос с 1 до 2 миллиардов рублей. Собственные доходы бюджета также увеличились почти в 2 раза, с 4 до 7,5 миллиардов рублей. Это позволило городу больше инвестировать в капитальные объекты, реализовать проекты государственно-частного партнерства по строительству социальных учреждений, ремонтировать больше дворов. Наша команда работала на совесть, сплотив вокруг себя многих горожан. Конечно же, не все удалось, но главное, мы смогли сдвинуть с места решения многолетних системных проблем. За эти годы Якутск из небольшого провинциального города стал превращаться в современную столицу, в крупный урбанистический центр со всеми его атрибутами, четкой стратегией и перспективой. Развитие города Якутска, конечно же, сегодня является для меня важнейшим приоритетом как для главы республики. С 2018 года мы планомерно увеличиваем финансирование строительства столицы по инвестпрограмме республики. В
В 2018 году на объекты города Якутска было направлено 3 миллиарда 918 миллионов рублей, в 2019 4 миллиарда 107 миллионов рублей, в 2020 8 миллиардов 700 миллионов рублей, а в этом году уже направлено и будет до конца года направлено в общей сумме 11 миллиардов 498 миллионов рублей. Плюс к этому на реконструкцию улично-дорожной сети с 2018 года из Дорожного фонда республики еще дополнительно направлены беспрецедентные 4 миллиарда 45 миллионов рублей. Таких объемов финансовой поддержки от республики город Якутск никогда раньше не получал, это точно. Уважаемые коллеги, сейчас мы ставим еще более амбициозные задачи развития Якутска, как достойной столицы республики Саха-Якутия, как одного из крупнейших региональных центров России. За предстоящие десятилетия Якутск должен стать в один ряд с самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого капитала. Свое 400-летие в 2032 году наша столица должна встретить лучшим городом в мире на вечной звезде. Лучшим для жизни людей в нашем суровом климате, безопасном, комфортном и доброжелательном. Для этого прежде всего важно понимать, что Якутск – это не просто территория на карте, это среда для жизни более чем трети населения нашей республики. Именно человек должен и будет стоять целью всего. Именно его комфорт и безопасность, возможность жить счастливой, полнокровной жизнью, реализовать свои таланты и способности – вот смысл и цели городского развития. Безусловно, для достижения этих целей, для решения практических задач на пути к ним необходимо четкое видение, необходима организация конкретных шагов. В своем послании в конце прошлого года я поручил разработать и внести проект указа в развитии города Якутска на период до 2032 года. Сегодня этот проект готов. В нем определены приоритетные направления развития Якутска на 10 лет вперед. Это создание комфортной и устойчивой городской среды для достойной жизни населения, это повышение качества городской инфраструктуры, доступной и безопасной системы общественного транспорта. И это, конечно же, создание условий для роста благосостояния горожан, для лидерства столицы в конкуренции за человеческий капитал. Основой современного развития Якутска станет пространственное его перестроение. Город должен упорядочить свою территорию, как можно лучше использовать каждую пять земли долины Туймана для благополучной и активной жизни людей. Сегодня практически вся деловая, культурная, общественная жизнь Якутска, она сосредоточена в центральных районах. Многие микрорайоны и пригороды все еще слабо вовлечены в экономику, слабо влияют на социальную жизнь Якутска. По разным местам Якутска и пригородах разбросаны огромные участки заброшенных складов бывших промышленных зданий. Такие участки есть и в районе ЕКСМК, поселка Геологов, окружного шоссе ГРЭС, Марха, Макан, много другое. Я расписывать не буду продолжать, но все прекрасно не хуже меня это знают. Многие из них выглядят просто явными на территории города и самым негативным образом сказываются на экологии столицы. Такие территории должны ожить, стать частью городской застройки, удобной для жизни людей, с зелеными зонами и скверами. Это, безусловно, сверхсложная задача. Но ее решение необходимо, чтобы не только высвободить небольшие участки под жилые кварталы, но и улучшить качество природной среды города, сделать Якутск более экологичным. Одной из главных ключевых задач десятилетия станет полная ликвидация аварийного жилого фонда. Якутск должен полностью избавиться от многоквартирных деревяшек. Начиная с 2025 года в городском округе должно вводиться уже не менее 1 квадратного метра нового жилья на каждого жителя. Сегодня Республика Саха-Якутия, первая в стране вместе с Нижним Новгородом по решению правительства Российской Федерации, получила инфраструктурные бюджетные кредиты. Сумма свыше 4 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда 118 миллионов рублей будет направлено на развитие инфраструктуры южной части нашей страны. Территория Вольской части, микрорайона ДСК. В целом, указом предусмотрены реновации систем теплоснабжения, строительство централизованной системы водоснабжения микрорайонов Якутска и пригородов, классификация участков для многодетных семей, достижение 100% освещенности территории города. Благодаря освобождению бывших промышленных зон, сносу аварийных домов, город станет более комфортным и ориентированным на пешеходов. Шаговой доступности во всех районах города должны появиться общественные пространства, обустроенные для отдыха жителей. Местом для развития предпринимательства, туризма, народных промыслов должен стать возрожденный деревянный зал.
Указом определено также благоустройство не менее 150 внутриквартальных и 100 дворовых территорий. Должно резко увеличиться доля зеленых зон с постоянным уходом за насаждением. Отдельной задачей определено устройство набережных реки Лены и городских водоемов, создание лесополос вокруг города. Безусловно, судьбоносным и для Якутска, и для всей республики станет строительство Ленского моста в районе Табаги. Город навсегда избавится от вековой транспортной изоляции, получит мощный стимул для развития столичной агломерации. Логическим продолжением создания дорожной инфраструктуры моста станет строительство и капитальный ремонт улиц, создание охватывающих город пешеходных и велосипедных зон. Важнейшим направлением определено развитие системы общественного транспорта и парковочной сети. При этом развитие инфраструктуры будет сопровождаться решением базовых вопросов здорового жизнеобеспечения граждан. В Якутске должен быть чистый воздух, должна быть побеждена извечная пыль. Эти проблемы будут решаться в том числе за счет снижения автомобильных выбросов путем перехода транспорта на более экологичные виды топлива, в первую очередь на газомоторное, а также уже более широкое использование электромобилей. Также в ближайшие годы будет проведена рекультивация старого мусорного полигона, создана система раздельного сбора, переработки, утилизации отходов, исключающей загрязнение окружающей среды. Уважаемые коллеги, безусловно, развитие инфраструктуры, улучшение экологии города – все это является базой, основой для улучшения жизни граждан. В Якутске должны быть созданы условия для реализации потенциала жителей, для сохранения и развития человеческого капитала столицы. Прежде всего, конечно же, мы должны решать практические задачи. Так, наши юные жители должны иметь возможность ходить в современные детские сады, учиться в одну смену. Острейшая проблема переполненности садов и школ, которую мы начали решать с 2012 года, должна быть полностью снята. Для этого до 2026 года в Якутске должно быть создано не менее 17 тысяч новых учебных мест в новых школах и 5 тысяч новых мест в детских садах. Строительство образовательно-производственного кластера «Суперкампус» в районе Кардала станет мощным стимулом подготовки востребованных специалистов с инженерными компетенциями. Конечно же, будут строиться и вводиться в строй новые учреждения городского и республиканского здравоохранения. Дальнейшее развитие градообразующего Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова станет залогом становления Якутска как крупнейшего образовательного и научного центра. Ввод в эксплуатацию Арктического центра эпоса и искусств Всемирного центра Мамонтова не только подтвердит статус Якутска как культурной столицы Арктики, но и станет стимулом ее дальнейшего развития как центра сохранения языкового и культурного многообразия мировой Арктики. Станет фактором притяжения в нашу столицу международной творческой и научной элиты. И, конечно, важнейшая ключевая задача – это сбережение здоровья жителей. С учетом нашего климата, забота об общественном здоровье – это базовые условия благополучия граждан. Поэтому в городском округе при поддержке республики будет создана сеть центров и кабинетов здоровья, будет обеспечен стопроцентный охват населения профилактическими медосмотрами и диспансеризацией. Шаговой доступности для жителей всех районов города и пригородов должна быть создана инфраструктура для активного отдыха и занятий физкультурой и спортом. Уважаемые друзья, у нашей столицы, несмотря на то, что в республике Саха-Якутия представлена вся таблица Менделеева, нет возможности стать индустриальным центром, зарабатывать промышленным крупным производством. Бесспорное преимущество Якутска – это его жители, образованные, талантливые и творческие люди. И это преимущество должно быть полностью реализовано для роста благосостояния граждан. За 10 лет в креативных и сервисных секторах экономики перерабатывающей промышленности столицы должно быть создано не менее 20 тысяч новых рабочих мест. Упор будет сделан на реализацию проекта IT-столицы, на расширение инфраструктуры цифровой индустрии. Для ускоренного развития несырьевых отраслей в экономику города Якутска должно быть привлечено не менее 200 миллиардов рублей инвестиций. Отдельным направлением станет развитие городской индустрии гостеприимства. Уже со следующего года в столице начнется строительство гостиничных комплексов, туристических объектов международного уровня. На новый уровень после реконструкции взлетно-посадочной полосы и реконструкции строительства нового международного терминала выйдет аэропорт Якутска. К 1932 году он должен обслуживать уже более чем в 2 раза больше людей, чем обслуживает сегодня.
Все это создаст новые стимулы для развития предпринимательства, а значит для роста дохода граждан. Причем не только в сфере розничной торговли и общепита, как это происходит сейчас, но и в других отраслях. Например, в IT-индустрии, в сфере туристических транспортных услуг. Это, безусловно, очень непростая задача. Но к развитию малого бизнеса мы всегда должны подходить как к одному из главных факторов роста благосостояния жителей городского округа. Уважаемые депутаты, дорогие друзья, мы ставим общую задачу, общую цель, чтобы к своему 400-летию наша любимая столица подошла уже в новом качестве. Для этого уже сегодня надо менять основные подходы, причем не только в плане инфраструктурного устройства. Главное дальше менять отношение людей к своему городу, навсегда избавиться от ненужного патернализма, от настроения временщиков. Люди должны стать истинными хозяевами родного города, любить его и заботиться о нем. Столица нашей республики должна укрепиться в статусе лидера экономического роста, внедрения новых технологий, примера высоких стандартов качества жизни для республики, да и для всех северных городов, не только России, но и мира. Якутск должен стать по-настоящему родным, дружелюбным городом для всех якутян, красивым и комфортным. Должен стать центром притяжения инициативных людей из других регионов страны, да, если надо, и из других стран. Время ненужного хайпа и пустой болтовни, оно закончилось. Пришло время реальных дел. Для вовлечения ресурсов республики в развитие нашей столицы, для совместной работы республиканских властей, органов местного самоуправления, городского сообщества, я, как уже сказал, сегодня подписываю здесь важнейший указ о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия на период до 2032 года. В будущем году городская дума отмечает свое 200-летие. Этот юбилей совпадает с 390-летием нашей столицы. Я прошу вас, уважаемые депутаты, отметить эти знаменательные даты принятия и реализации решений, которые определят историю нашего любимого Якутска, столицы нашей республики. Уверен, что вместе, одной силой, мы решим все задачи и достигнем поставленной задачи. Сделать наш Якутск лучшим городом для жизни на вечной мерзлоте во всем мире. Спасибо. Внимание! Начинается торжественное подписание указа главы Республики Саха-Якутия о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия, на период до 2032 года. Указ подписывает глава Республики Саха-Якутия Айсер Сергеевич Николаев. Указ о развитии города Якутска подписан.